13 по 15 января на базе школы поселка Итомля проходил епархиальный рождественский слет для детей и подростков в рамках проекта «Георгиевский стяг». В прошлом году в этом слете приняло участие 5 школ. В этом же году количество участников увеличилось, и в слете приняли участие уже 9 школ, 4 из которых городские – 7-я, 4-я, 12-я и 1-я. И 5 школ Ржевского района – Становская, Трубинская, Итомлинская, Есинская и Глебовская. Всего 59 школьников. Наша школа принимала участие в слете уже 3-й раз. Несмотря на это, мы снова были под большим впечатлением. Вот мы и прибыли к воротам школы. Взяв свои сумки, мы отправились в здание. Нас встретили организаторы и проводили в классы, которые на несколько дней стали нашими комнатами. Мы оставили багаж, после чего нас собрали для похода в местный храм. Школа находилась недалеко от этого храма, поэтому путь был недолгим. И вот мы добрались до храма. Там нас встретил отец Валентин и пригласил на торжественный молебен. Войдя в храм, каждый почувствовал умиротворение. Обстановка в храме наводила только на светлые мысли. И складывалось впечатление, что каждый может прямо-таки дотронуться до Бога. Отец Сергий и отец Валентин с молитвами обратились к Богу, Богородице и святым, для того, чтобы попросить благословения на проведение слета. На линейке прошло торжественное открытие слета, приветствие руководителей и разделение на команды. Заведующий отделом образования Ржевского района Алексей Макурин сказал слова напутствия для участников слета. «Дети, вы должны здесь найти новых друзей, приветствовать старых друзей и найти себя». Ну а дальше, в этот же день, у нас проходили веселые старты, где команды показали свой спортивный дух. Этапы соревнований, подготовленные руководителями, всем очень понравились, и мы с удовольствием принимали участие в спортивных состязаниях. Но после вечернее правило, поздний ужин и традиционная свеча, с которой дети могли высказать свои впечатления о первом прожитом дне в рамках слета. Говорили дети немного, больше звучали слова благодарности в адрес организаторов и руководителей. Второй день оказался для нас самым насыщенным. Утро началось с энергичной зарядки, утреннего правила, гигиенических процедур и завтрака. Первой в этот день стала рождественская кругосветка. Все команды разошлись на станции. Там они должны были выполнить задание. Тематика была исключительно рождественской. При этом кто-то узнал для себя что-то новое, ну а другие дополнили уже имеющиеся знания. На соревнование – это соревнование, поэтому расслабляться было нельзя. Отец Сергий объявил о том, что мы отправляемся на пение рождественских тропарей, после чего всех ждут зимние забавы. Дети с радостью побежали в свои классы, чтобы подготовиться к уличным соревнованиям. Когда все были готовы и стояли на крыльце школы, руководители отвели детей на станции, где их ждали этапы зимних соревнований. Благодаря этим играм мы окончательно сдружились и стали единым целым, что помогло нам с легкостью справиться со всеми трудностями. Вдоволь наигравшись, мы отправились на трапезу. Перед каждым приемом пищи мы читали молитву. Отец Сергий благословлял нас на трапезу, и мы приступали ко вкусной домашней еде. Наступил 3-й, заключительный день нашего слета. Мы отправились в местный дом культуры на концерт, посвященный истории поселка Итомля. Местные жители организовали интересную концертную программу, музыкальные номера и даже театральную постановку. Близилось закрытие слета. Мы отправились в храм на заключительный молебен. Отец Валентин и отец Сергий прочитали молитвы, благословили нас на наши дальнейшие деяния. Пришло время отправиться в школу на завершающую линейку. Там были оглашены результаты, полученные командами, прозвучали взаимные слова благодарности. Мы получили исключительно положительные эмоции, а сам слет оставил только приятные впечатления.